Ене ары элита арысынан тұқым алабыз да. Ушул тұқымдан алынған ене арыды ушу пасеканы понсы жылына енесini алмаштырып турабыз. Житель села Папан Карасуйского района Данияр Капаров занимается пчеловодством больше 10 лет. Мед он добывает на пастбище Лаглан. Все это время он получал этот продукт традиционным, но устаревшим способом. Но 4 года назад Данияр Капаров принял участие в проекте, реализуемом в рамках программы развития ООН. Он прошел специальное обучение и освоил новые способы разведения пчел. Пчелиную матку привезли из Украины и сейчас проводят процесс ее оплодотворения для получения элитного сорта. Таза кандуулукту жаңылап турсак, түшүмдү жакшы сапаттуу алабыз да, мол түшүм алабыз. У нашего героя есть 80 ульев. 7 из них он разводит пчелиных маток для добычи элитного сорта. Для получения меда было выделено 10 ульев. Из них пасечник получает почти 500 килограмм меда. Самое главное, сейчас он разводит качественных пчел. Самое главное в этом деле – учиться у хороших специалистов. Благодаря их знаниям можно из 10 ульев получить такое же количество меда, как раньше из 80 ульев. Главное – научиться этому. Новый способ разведения пчел представляет собой 5 методов. Только так можно добыть действительно натуральный мед. Наряду с этим можно получить и чистокровных пчел. Для этого у пасечников уходит не менее 4 лет. Пчеловодство – это не значит, что ты просто закупаешь ящики и на этом все. В первую очередь нужно получить необходимые знания, приобрести навыки. Ты должен понимать, как приучить и разводить пчелиную матку, ведь это далеко не простое дело. В последние годы увеличилось количество пчеловодов, заинтересованных в качественном меде. Подавляющее большинство из них стали получать продукцию, произведенную на специальной базе в Аше. Малое предприятие перерабатывает воск со времен Советского Союза. Здесь для пчел готовят специальный улей. Его качество оказывает большое влияние на накопление и производство меда пчелами. Здесь пчелы оставляют свой мед, пыльцу, пергу. Это очень ответственная и непростая работа. Сейчас международные организации помогают пчеловодам региона работать по новому методу. Для этого был разработан специальный проект и создано 120 рабочих мест. Проект реализуется через программу развития ООН и осуществляется в Орской, Нарынской и Сокульской областях. Основной целью является повышение производства меда, сбыт, конкурентоспособность данной отрасли и укрепление ее экспортного потенциала. Данный проект реализуется с 2019 и 2020 годов. Сейчас идет вторая фаза. В этом проекте участвуют фермеры и компании по переработке меда. Для них созданы хорошие условия, так как выдаются гранты на покупку хорошего соответствующего оборудования. Кыргызстан имеет значительный потенциал по производству и экспорту натурального меда. По словам экспертов, развитие этой отрасли может сыграть важную роль в расширении экономических возможностей и стимулировании производства и переработки в регионах. Но для этого необходимы скоординированные совместные усилия. Поэтому программа развития ООН в Кыргызстане уделяет особое внимание устойчивому и инклюзивному экономическому росту, экологически чистым продуктам с высокой стоимостью, а также расширению экономических возможностей. Пчеловодство вносит большой вклад именно в развитие сел и регионов Кыргызстана, обеспечивает тем самым и экономические возможности для этого. Это создание дополнительных рабочих мест, создание альтернативных источников дохода. И, конечно, немаловажно это возможность экспорта этой продукции за рубежом, что приведет в страну валютные ресурсы в экономике Кыргызстана. Проект помогает пчеловодам в развитии их профессионализма. Также в рамках проекта будет оказана поддержка пчеловодам, компаниям-экспортерам, сервисным службам и местным органам власти. Кроме того, особое внимание уделяется женщинам и гражданам, имеющим инвалидность. Кроме того, мероприятия проекта включают работу по устранению гендерных барьеров. Нагима Бакаева, Уран Надишев, ЛТР, Ошская область.